Приветствую вас, Наилия. Спасибо, что приехали в такую погоду в Симферополь. Рада вас видеть. Вас тоже очень приветствую. Это было, наверное, моей мечтой попасть к вам на проект. Мечты сбываются. Расскажите о себе. Кроме того, что вы стоматолог, я вас ничего не знаю. Мне хотелось поближе познакомиться. Мне 29 лет, у меня есть доченька Амина, есть муж Азиз, он тоже стоматолог. Любим оба свою профессию до безумия, наверное. Здорово. Познакомились там же. Все начинается, наверное, вся наша новая жизнь начинается со стоматологии. Да, и, скорее всего, ваша дочь пойдет по вашим стопам. Будем надеяться, конечно, будем все к этому предпринимать. Носите униформу? Да, целыми днями это униформа, да, шапочка, костюм. А после этого не хочется как-то принарядиться? Конечно, будучи женщиной, девушкой, хочется быть красивой, элегантной. Как досуг проводите? Досуг – это шопинг, встреча с подругами, прогулка с семьей. Здорово. Подруги, как правило, обсуждают гардероб, модные новинки. Конечно, да. Журналы, интернет, инстаграм, все прочее. Это обсуждается. Чем вы руководствуетесь, когда приобретаете себе что-то новое, да? Или, возможно, у вас какие-то проблемы возникают? Самая главная трудность – это мой рост. Несмотря на то, что вы так критично относитесь, да, к своему росту, я хочу сказать, что вы очень пропорциональная, потому что пропорции на самом деле решают все. Да? При небольшом росте у вас все пропорционально, и это не проблема. Приятно слышать, но, наверное, это проблема изнутри. Да, скорее всего, вы себе ее придумали. Возможно. Ну и потом существует очень много способов, как визуально себя вытянуть. Да? Например, я сейчас вам дам несколько советов, потому что на самом деле эта тема очень объемная, да, и если глубоко уходить в нее, то мы потратим очень много времени. Но есть основные базовые принципы, и если их соблюдать, то в принципе никаких проблем у вас не возникнет. Это избегать крупных деталей, да, крупных принтов на одежде. Когда я говорю детали, я подразумеваю какие-то воротники, карманы, да, крупные пояса. То же самое с украшениями, верно. Избегать крупных принтов, выбирать какой-то небольшой либо средний размер. Ну и, пожалуй, основное – это избегать каких-то контрастных сочетаний. Контрастных сочетаний, которые будут делить вас напополам или там 2-3 раза, это горизонталей. То есть контрастный верх, белый верх и темный низ, он вас будет визуально немного укорачивать. Поэтому лучше выбирать одежду одного цвета, подбирать верх и низ, чтобы они между собой сочетались, приблизительно в одной цветовой гамме. Ну, пожалуй, это все это из основных, что если вы будете это соблюдать, то у вас уже не будет никаких проблем. Да? То есть вы заметите визуально, как вы будете чуть-чуть стройнее, да, стройнее и выше. Ясно. Очень ценные советы. Ну, на самом деле, не задумывалась я об этом. Спасибо. Я думаю, сегодня мы будем искать нечто подобное. Да? Сейчас мы отправимся с вами подбирать вам финальный образ. И мы постараемся учесть все эти рекомендации и подобрать. И вы сами увидите, насколько можно грамотно подойти и визуально вытянуть фигуру. С удовольствием, конечно же. Ну что ж, я думаю, что мы можем начать. Владимир, я когда первый раз увидела Наили, мне очень понравилась ее внешность. Настолько необычное лицо, да, нетипичное. Вот мы привыкли к каким-то стандартам красоты, да, правильным лицам. Вот ее лицо меня вдохновило на какой-то необычный такой образ. И мне кажется, это обязательно должно отразиться в ее стрижке, в ее цвете волос. Ну и, конечно, мы сейчас не открываем все карты до конца. И в общих чертах обрисуй, что ты планируешь сделать сегодня. Да, конечно, образ необычный, очень интересная девочка, но волосы, конечно, очень сильно пострадали от предыдущих манипуляций. Они очень убитые, очень пересушенные. Сегодня хотелось бы сделать более здоровый, более красивый вид волосам, да, более нежный. Ну и что-то
так легкая догадочка, может что-то такое более нежное, более теплое. Да, согласна, потому что вот когда мы познакомились с Наиле, она присылала свои фотографии, и мне показалось, что цвет волос очень холодный, да, и такое впечатление, что цвет волос сливается с кожей лица, и вот сразу понятно, что такой вариант не подходит, и поэтому твое решение уйти в тепло, мне кажется, абсолютно верное. Ну что, ждем яркого перевоплощения. Поехали? Да. Фатиме, сегодня мне бы хотелось, чтобы мы подчеркнули индивидуальность в лице Наиле. Не хотелось бы стандартизировать ее, делать типичным, да, вот все вот эти нюансы, которые присутствуют, вот эту необычность подчеркнуть при помощи макияжа. Как ты думаешь? Абсолютно согласна. Определенно нестандартная внешность у Наиле. Мне хочется добавить сияние и свежести кожи, а также поработать с бровями, потому что цвет волос у нас изменился, и сделать их чуть-чуть теплее. Ну, я думаю, что на будущее можно посоветовать Наиле, да, окрашивание бровей для того, чтобы уйти от вот этого холодного подтона в бровях, да? Да, окрашивание, либо пользоваться цветными тинтами для бровей. Отлично. Наиле, нежелательно пользоваться плотными тональными средствами для того, чтобы не закупоривать поры кожи и не закрывать ваши веснушки, потому что они подходят к цвету ваших волос. Друзья, сегодня мы оторвались по полной. Благодаря смелости Наиле и профессионализму нашей команды нас ждет сногсшибательное перевоплощение. Итак, вы готовы? Встречаем! Итак, Фериде Ханум, как вы довольны образом своей дочери? Эмоций столько. Ну, она у меня и так красавица была. Сейчас стала просто великолепной. Всегда хотела что-то поменяться, но Аллах шкур. Я просто боялась что-то другое видеть. Но мне нравится. Что, чего боялись? Ну, думаю, вдруг короткая стрижка, почему-то, не знаю, как-то думала, что пойдет, не пойдет. Ну, сейчас как мне видите, очень нравится и цвет волос такой шикарный. Да, здорово. Я рада, да. Васфия, вы как подруга, наверное, наблюдали разные изменения с Наиле. Что скажете сейчас? Шикарно. Она другая, она сама себе очень нравится, это самое главное. Да, это чувствуется. Я безумно люблю, да, она счастлива, и действительно ей идет все. Ей просто идет счастье. Можно я буду ее поцелую? Наиле, ну что ж, вот и все. Мне было с тобой очень приятно, очень легко работать. Я тебе благодарна за эти эмоции. Надеюсь, что у тебя остались такие же. У меня осталось еще больше эмоций, потому что этот проект – это вообще просто невероятно, что у нас такое есть в Крыму, в Симферополе, что можно спокойно прийти к вам и сделать себя такую красивую. Я очень рада. Не останавливайся на достигнутом, развивайся, иди вперед. Спасибо большое, очень приятно было познакомиться. Взаимно.
Друзья, ну а с вами мы прощаемся. Я напоминаю, что для участия в проекте вы можете заполнить анкету на сайте Crimean Tatars. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свои комментарии и отзывы, мы будем очень рады.